алейкум. В среду вечером программа «Мызмызлар» и мы ее ведущие Мавиле Халил и Эмине Джапар. У нас в гостях Мехти Исламов, основатель ювелирного дома «Дюльбер», народный мастер Украины. Хош келдинез. Салам алейкум. Первый вопрос. Самое дорогое украшение и кто является его хозяином? Наверное, так вот однозначно сказать, какое украшение является самым дорогим, я не могу. Но, по-моему, в цифрах есть все ряд, однозначно. Из проданных. Знаете, цифра понятие очень относительное на самом Даже деле. так? Да. Почему? Потому что украшение на момент его изготовления стоит одну цену. У меня были случаи, когда я, как эксперт, дозначал цену своего изделия. Дальше достаточно было какого-то мероприятия крупного, ювелирного, да, где цена на это украшение поднималась уже в 2 раза. То есть, как правило, не падает, а поднимается? Конечно, да? только поднимается. Если мы говорим о произведении искусств и о вещи, которые действительно соответствуют понятиям, критериям лакшери-сегмента, то на протяжении всей истории, не только ювелирного дома Дюльбера, в целом, да, человечество, цена на изделие поднималась. Она Хорошо. никогда не падала. А если брать историю дома Дюльбер, все-таки наверняка Самая есть высокая цена. Да, из проданного. Ну, вы знаете, цены были там и 100 тысяч, и за 100 тысяч. То есть сказать А за вот 100 так вот тысяч однозначно. ближе 200 тысячам? Или как за 100 тысяч? Знаете, нет. Ну, скажем так, за 100 тысяч. За 100 тысяч. Да. И кто его обладатель? Счастливый обладатель. Да. А что касается счастливых обладателей таких украшений, политика нашего ювелирного дома не позволяет говорить имена. Не потому, что это какой-то секрет или там, скажем, в этом, ну просто это элементарная этика. Если разрешит сам клиент, да, говорить и сказать, что да, вот я бы хотел, чтобы мое имя было озвучено. Понимаете? Но, как правило, человек, который делает такие заказы, он хочет, чтобы имя его оставалось. То есть узкий круг ценителей, там, скажем, друзей, близких, да, они знают. Но если брать историю ювелирных домов, таких как Тиффани, Томас Сабо, мы все знаем, кто покупает эти изделия. То есть касательно ваших покупателей, это секретная информация. Вы знаете, мы знаем далеко не всех, на самом это деле. ведь тоже Мы элитный думаем, что мы клиент. знаем. Ну, понимаете, когда-то, и, как правило, это история, они озвучивают имена, которые уже как бы прошедшие, да, имена, и это делают, и этим создают бренд. Вот. А что касается людей, которые заказывают, очень много заказов, о которых мы не знаем. И не знаем, кто их хозяева, и когда они заказывали, и почем. Поэтому с точки зрения там, брендирования, то есть вот дай-ка я скажу, да, как дорого вот стоит, и какие-то люди. Да, я могу вам сказать, что это люди искусства, это политики, это, то есть, как бы имущие люди, да, нашего государства, и не только нашего. А то есть каких они еще являются, ну, России, скажем, с Европы люди, были люди с Америки, клиенты, да со всего мира, собственно говоря. Чем делаете бренд себе вы и как? Вы знаете, один раз в Киеве на форуме, форум мастеров, украинских мастеров, таких именно люди, которые создают произведения искусств, его организовали, спонсировали юристы. И проходил он под таким названием «Все права защищены». Они задали вопрос, а как вы защищаете, каким образом вы защищаете свой бренд? Вот, на что я ответил им тогда, что самая лучшая защита – это качество. Почему? Потому что если ты делаешь работу высочайшего класса, высочайшего уровня, человек, который даже способен создать подделку такого класса, а он уже сам по себе говорит, я тоже вот Иванов, Петров и Сидоров, и мне не надо говорить, что я делаю там и ставлю фальшивые клейма кого-то. То есть это один из методов того, как надо правильно бороться. То есть надо делать, надо быть лучшим. Сколько лет уже существует ювелирный дом Ну, Дюльбер? около 15, я точно хронологию не помню. Участвует ли Дюльбер в каких-то конкурсах и есть ли какие-то уникальные изделия ювелирного дома Дюльбер? Постоянно. Ювелирный дом Дюльбер участвует во всех крупных конкурсах Украины, обязательно, ежегодно, уже на протяжении, ну, скажем, последних 8-7 лет стабильно. Вот. Также в ряде международных конкурсов в России вот, участвовали и неоднократно. Выезжали на Fashion Week. В России нас приглашали. Нет, в качестве они организаторы Fashion Week делали Diamond Street, то есть такую улицу, куда очень узкое количество компаний было приглашено, в том числе и ювелирный дом Дюльбер.
Вот. И в рамках Fashion Week мы участвовали, то есть параллельно шла выставка. Там выставка дорогих каких-то аксессуаров, дорогих автомобилей, дорогих, ну, то есть вот такого плана выставки, мы в них участвовали. Чисто специализированные выставки, в которых участвовали мировые бренды. И нам было очень приятно, что наш дом завоевал гран-при именно на одной из таких выставок. Сколько ювелиров работает у вас? Вы знаете, всегда по-разному. В среднем, ну, классический ювелирный дом имеет до 15 ювелиров. А ваш? То есть, ну, наш тоже так. То есть не отличается особо от таких стандартов. То есть наверняка в ювелирном мастерстве, как и в каждом другом, есть какие-то тенденции, ежегодные, ежесезонные. Кто основатель этих тенденций и как вы их отслеживаете, как вы их внедряете в своих коллекциях? Либо же это какая-то вот, как это все у вас происходит? На самом деле, знаете, мы, может быть, и отличаемся от других ювелирных домов тем, что мы не анализируем вот так вот специально, особо, да, там, о тенденциях моды, о том, почему? Потому что это уже в чистом виде пиар. Вот когда говорят, что в этом году, скажем, модный голубой цвет, или там в этом году модно розовый цвет. Бриллианты модно носить всегда. Всегда, поверьте мне. И хороший камень, он модный всегда. И если эмаль положена правильно, и она действительно красива, какого бы цвета она ни была, если этот цвет уместен в композиции, он модный всегда. Где обучались ваши ювелиры, и вы в том числе? Начну с ювелиров ювелирного дома Дюльбер. Это, Которых 15? Да, все люди, костяк ювелиров, это индивидуалы высокого очень класса. Это те люди, которые составили его костяк. Когда-то, на стадии его организации, формирования. Вот. Это очень близкие мне люди, мои друзья, с которыми мы вместе не один год. Они закончили Красносельское ювелирное училище в советское время. Это одно из лучших образований в ювелирной области. Вот. Ну, действительно, очень высокого класса. Мастера до создания еще ювелирного дома. Они уже были люди с именами, скажем, да, с авторитетом в области, в которой они работали. Что касается дальнейших учеников, то это уже 3 поколения учеников. У кого учились вы? Они все выходцы из ювелирного дома Дюльбер. То есть это уже традиция, которую мы начали, и я надеюсь, что после нас будут продолжать. Я учился. Что касается академического образования, своим учителем таким, у меня было очень много учителей, очень много, и процесс обучения занимал длительное время, там я, больше 10 лет специального образования, наверное, больше, да, но ярким самым я считаю Мамут Ага Чурлу, то есть это человек, который вел у меня композицию на протяжении 6 лет. И я ему очень обязан. Говоря вот о Мамуте Чурлу, вы во всем согласны с тем, что вот его взгляде на историю искусства крымских татар? Нет, вы понимаете, то есть, как и у всех людей, у меня тоже есть вещи, с чем я не согласен принципиально. Я, например, не согласен с трактовкой наших орнаментов. Да, откровенно. Каких именно? Ну вот национальный орнамент крымских татар. Да, я, например, с точки зрения, понимаете, это уже вопрос, не столько ко мне, как к художнику и как искусствоведу, но раз уж вы спросили, я позволю себе ответить. Дело в том, что если бы такая трактовка, например, как какие-то семейные древа, да, какие-то мужские начала, женские, как это сейчас пытаются трактовать, там, скажем, там, в этой семье там, женская часть была бесплодной, или там вот столько было мальчиков или девочек и так далее. Если бы такая трактовка была, она непременно с научной точки зрения, любой историк вам скажет, она была бы у всех народов, которые каким-то образом связаны в религиозном плане, в этническом плане с нами, с крымскими татарами. А это Кавказ, Северный Кавказ, это Турция. И если вы посмотрите, то аналогичные орнаменты есть у них. Да? Но никто из них не трактует таким образом, как сейчас, пытаются трактовать у нас. Поэтому я не думаю, что вот здесь вот надо обязательно объяснять. То есть это само по себе очень красиво, это впечатляет, и этого достаточно. Заговорили о семье, интересно, и об учениках, и учителях. Если вам кому-то из своих детей, предположим, оставить свое дело, хотели бы вы этого? Ну и сколько детей у вас? У меня 6 детей, 3 девочки, 3 мальчика. Вот. Я думаю, что нужно советовать нашим зрителям брать пример. Спасибо. 3 сына, которые, я очень надеюсь, что они пойдут
по моим стопам, очень надеюсь, и буду прилагать все усилия для того, чтобы это было. Старший мой сын в настоящий момент учится вот, в университете, параллельно в ювелирном доме. Он мой ученик, он уже работает лет ему? на уровне мастера, 18 лет. Вот. Я надеюсь, что, конечно, когда-то он пообещал в одном там, из репортажей в Киеве, что он превзойдет своего отца. Я очень надеюсь, что это будет так. Вот. И, конечно, бы хотел, чтобы все дети мои и дети моих детей пошли, потому что это нормальная традиция, и это нормально, это было всегда испокон веков. Без этого бы не возникало в Бахчисарае, да, когда-то в былые времена улиц ювелиров, или улиц оружейников, или улиц там, мастеров ковроткачества и так далее. То есть если нет династии, то этого не будет. То есть это должно накапливаться, и вот таким образом. И все-таки Я думаю, говорят о семейных ценностях. Это патриархат? Ну, конечно. И здесь я не придумывал велосипеда. Это нормально для всех мусульман. Ну, крымско-татарские женщины достаточно волевые. Но это не мешает быть патриархатом. Никто не говорит, что надо поломать женщину и как-то там на нее надавить. Она ее, как сказал посланник Аллаха, мир ему, он сказал, женщина состоит из ребра, да, была сотворена из ребра нашего праотца. И если вы посмотрите, оно кривое, и наиболее кривое у изголовья. Если ты будешь пытаться выпрямить его, то ты поломаешь его. То есть это говорилось о том, что ваша семья распадется. Поэтому он сказал, ты оставь его кривизну и наслаждайся тем, какой он есть. Вы совершили хадж. Как это повлияло на вас? Изменилось ли что-то после этого в вашей жизни? Вы знаете, в быту ничего не изменилось. Я очень надеюсь, что мой хадж принят, очень надеюсь. Вот, как-то говорить и анализировать о том, что я замечаю, вот, это было бы, наверное, лукавством, какие-то изменения явные в себе. Вот. Поэтому мне очень трудно комментировать этот вопрос. Аллах кабул этсен, ваш хадж в любом случае. У нас стало традиционным спрашивать у мужчин-мусульман. Это достаточно актуальная тема в обществе, это многоженство. Она обсуждалась у нас в передаче «Гравитация». Как вы относитесь к этой теме? Ну, как я могу относиться, будучи мусульманином, к этой теме? То есть вы принимаете это. Насколько мне конечно. известно, своим примером вы доказываете, что это вполне реально. То есть у вас две семьи. Да, абсолютно верно. Расскажите, я думаю, что это очень интересно, потому что воспитание современных девушек не позволяет многим применять для себя этот пример. Даже не сколько, может быть, применять, сколько принять может и принять быть. этот факт, как происходит, как живут две ваши жены, где живут, расскажите немного. Но они живут в своих домах, вот, они являются хозяйками. Каждая хозяйка, свой дом. Конечно, каждая хозяйка своего очага. Вот, и это один из таких, ну, если не обязательных, то очень желаемых условий в шариате. Вот. Что касается их быта, ну, я надеюсь, что они живут в довольно достатке. Я думаю, что Украшения от вашего нет. дома они носят, скорее всего. Вот как раз-таки, что касается украшений, вы знаете, я не хочу сказать, что я балую, и у меня есть какая-то вот такая вот потребность для этого, слава Богу. Мои жены не просят вот так вот, чтобы там это было от Дюльбера, и это было очень круто и так далее. То есть, как часто посещаете одну и вторую жен? Как часто? Ну да, ну как у вас по расписанию Вопрос, это происходит? нет, или... просто надо соблюдать справедливость. Возможно Каким ли это? образом? Ну, конечно. Вы понимаете, вот в передаче «Гравитация» там, к сожалению, было очень много, ну, на мой взгляд, да, очень много допущено ошибок с точки зрения объяснения религии. Там. Господь Всевышний не создавал религию для затруднения нам. Господь не сказал, Господь ясно сказал, что я создал вам религию для облегчения, а не для затруднения. И если мы говорим, что потенциально, как там было сказано, что вот Господь разрешил, да, несколько жен, до 4, но при этом сказал, что вы никогда не будете справедливы, не справитесь. То есть получается, ну, какой-то такой конфуз, понимаете? То есть, с одной стороны, Господь разрешает, с другой стороны, Господь говорит, что вы не будете справедливы, и, в общем-то, вот, и делайте, что хотите. И вот такая вот какая-то А как облегчаете непонятная... вы свою жизнь? Не, на самом деле, равенство и справедливость Господь требует в отношении.
понимаете, в человеческом отношении, в каких-то мирских благах. То есть вот это то во внимании, во времени. Вот. И я считаю, что каждый человек богобоязненный, он способный это делать, и тут не надо, то есть более-менее серьезный и не обязательно состоятельный, далеко не факт. То Поверьте есть мне. процедурно у вас так и получилось, да? Предположим, что женившись второй раз, разрешение было получено от первой. Нет, на самом деле нет в исламе такого. Значит, это Нету. мои незнания, Нет. правильно? Поверьте мне, нету такого понятия. Что касается разрешения вообще, да, насколько я знаю, я как бы не ученый и не считаю себя человеком знающим в области религии, но насколько я знаю, разрешение получается от родителей, когда парень женится, либо девушка выходит замуж первый раз, да, и вот тогда она обязательно должна получить разрешение, благословение от своих родителей, от отца и от мамы. Вот. А что касается мужчины и его дальнейших браков, там, спрашивайте у супруги. То есть, если посланник Аллаха мир ему спрашивал у своих супруг, у наших благочестивых матерей разрешения, я думаю, ни одна бы из них. У нас была в на это не гостях сваха, крымская сваха, госпожа Мунивер Темишева. Она нам рассказала об ужасающей статистике на каждую, это как, знаете, по статистике на 9 девчонок, да, как там в песенке? На 10 девчонок 9 ребят. То есть на одного мужчину огромное количество женщин. Возможно ли решить этот, предположим, вопрос такой социальный за счет многоженства, как вы считаете? Это уже если глобально рассуждать об каких-то тенденциях То есть может социальных. ли многоженство решить демографическую проблему? И ее в том числе. Но, насколько я знаю, преобладание числа женщин над преобладанием числа мужчин – это один из признаков судного дня. Да, приближение судного дня. И ближе к судному дню, как сказал посланник Аллаха мир ему, на одного мужчину будет 50 женщин. Но пока еще И это не в той истина, цифре. и это истина, и неверие в это, это преступление. Вот, поэтому говорить о том, как это влияет, я думаю, что рассуждать об этом много, в принципе, я думаю, что и не стоит, потому что есть религия, она предписана Всевышним Господом, предписана она как облегчение, как самый лучший путь, где Господь говорит: «Я закончу для вас свою милость», и удовлетворился религией исламом. То есть эта милость завершена Господом. А человека только остается либо принять ее, либо не принять. Человек может, если он что-то принимает или не принимает, по отношению к истине он находится ближе или дальше, понимаете? Но от этого не страдает истина. Вернемся все-таки к ювелирному дому Дильбер. Ну, скажите о А своей вот я последней хотела еще коллекции. продолжить. А можно, раз уж так, завершу вопрос, который очень интересен мне, я думаю, очень многим нашим слушательницам. Вы завершите свой выбор уже 2 женщинами, или вы уже это будет 3-я и 4-я? Ну, я надеюсь, да. Все. Да, я надеюсь. Но, понимаете, как... Либо же это вопрос чувств. Вот, предположим, живете, вы влюбились еще в одну женщину и женились. Или же это как-то Но совершенно я бы не хотел нивелирует? проецировать это на себя, такой вопрос, понимаете, потому что мы не знаем, сколько мы проживем, как мы проживем. То есть о таких вещах не стоит Ну, лучше задумываться, не стоит, потому что это все в руках Господа. Вот. Но с моей стороны я очень доволен, я восхваляю Всевышнего за те блага, которые Он мне дал. Я надеюсь, что число моего несель, то есть поколения, да, будет увеличено То есть, милостью Всевышнего. Я очень на это надеюсь, я очень это хочу. Вот, и примножиться и в детях, и во внуках, и в правнуках. Вот, и прошу от Господа, чтобы они были из числа поклоняющихся. чтобы Алла они ярдым были. Аминь. Джоусон. Аминь. И все-таки о последней коллекции. Очень хочется услышать, потому что, насколько я знаю, она имеет отношение к традиционной технике крымских татар филиграни. Да. Расскажите об этом. Вы знаете, эта коллекция, она не характерна в общем, в целом для такого многолетнего пути ювелирного дома Дильбер, для сегментов, в котором мы То работаем. есть это не лакшери. Это не лакшери, конечно же, нет. И она ставила целью своей делаться как не лакшери. Она ставила, цель была сделать ее доступной, чтобы эти вещи высокие по художественному классу, интересные, но при этом недорогие. Они были доступны для крымчан и не только крымчан. И люди, которые приезжают в Крым, и люди, которые, к сожалению, вывозят из Крыма Китай,
вот ни для кого это не секрет, чтобы они действительно вывозили вот такие вот позитивные вещи, Надо наши, национальные. И я считаю, что это один из самых больших таких вот как бы бренд, который не принадлежит никому, понимаете? Это не ручная работа, скорее всего, да? Вы знаете, на стадии ее изготовления каждой модели, то это сугубо ручная работа, сугубо ручная работа. Но в дальнейшем для того, чтобы понизить себестоимость, сделать ее доступной, я долго думал, каким образом. Придумали. Вот. И, Надо да, помогать. да, и придумали, то есть технология, которая позволяет идеально, я не побоюсь этого слова, на 100% сохранить внешний вид ручной работы. Понимаете, в чем была основная для меня, да, как для мастера, как для ювелира, проблема? Дело в том, что филигрань очень сложная техника, трудоемкая. Она в основном изготавливается в серебре. На рынке серебро имеет очень четкую цену, понимаете? Но когда человек работает руками и работает длительное время, эта вещь не может дешево стоить. Соответственно, что получалось? Вещей очень мало, они либо гасли просто, вот, либо, разумеется, ценой подавлялись другими поставщиками. Вот. И задача стояла сделать это красиво, повторить это, но при этом, чтобы это было доступно. Где Я можно увидеть ваши изделия? Где они Ну вот представлены? впервые коллекция была представлена, сейчас она представлена в магазине «Золотой тюльпан». Это в центре города на улице Пушкина. Вот. И я надеюсь, что если будут предложения, они уже поступают. Вот. Динамика довольно-таки интенсивная. И я надеюсь, что во многих местах, еще других, можно будет увидеть. Очень интересно было бы узнать, как вы заработали свои первые деньги. Первые деньги. Помните ли вообще об этом? Мы Миримского спрашивали, как он заработал свой первый миллион. Да. Можем ли мы задать, Я интересно, помню. вам такой же вопрос? Я помню. Ну, когда я стану миллионером, я вам отвечу. Да, Обязательно, я вам договорились. отвечу. Что касается первых денег, то я начал зарабатывать, когда еще был студентом. Вот. Хотя отец у меня, которому я очень благодарен, и который сделал все для того, чтобы я стал профессионалом, он мне строго запрещал это делать. Он говорил, у тебя нет недостатка в быту, у тебя нет недостатка там каких-то денег на краски, на кисти, ну, на все, что связано с приобретением образования, поэтому я тебе запрещаю где-то ходить и работать. Все, что я тебе хочу, чтобы ты учился. Ну, нынешние Но, студенты бы разумеется, обрадовались юная вот такой такая вот перспективе. душа, да, она вот как-то... Нынешние студенты сильно отличаются, к сожалению. Понимаете, к сожалению. Потому что сейчас студент, начиная учиться, думает о том, где бы подработать и где бы заработать. И это, разумеется, плохо сказывается на его учебе. Однозначно. Это скажет любой человек, который когда-то садился и когда-то ставил себе целью там, получить какие-то знания. Потому что самое драгоценное время, золотое время, это вот именно тот период, когда ты учишься и когда ты можешь при этом себе позволить не заниматься ничем другим. Я же занимался это с точки зрения такого вот интересного, да, опыта, любопытства юношеского такого вот. Я сейчас жалею, конечно. Ну, мы занимались тем, что там оформляли какие-то там национальные росписью дома, там, такие, знаете, мелочи, там какие-то стенды. Вот так вот все-таки первые деньги. высокий мастер, мастер с большой буквы, это талант, либо это профессиональные наработки? Знаете, это не я сказал, это сочетание этих двух обязательных критериев, но в пропорциональном соотношении 91 к 1. Один талант. Да, конечно. Почему? Потому что самое большое дело – это трудолюбие. И человек, способный трудиться, это человек, он имеет шанс реально. Какие драгоценные камни используете в своих работах? Ваш любимый камень? Мой любимый, Да. это очень трудно сказать. Я люблю, понимаете, каждый камень индивидуален. Каждый. То есть нет, это как отпечаток пальца человека. Есть нет мистика двух камня. одинаковых отпечатков. Есть мистика камня? Вот и этот вопрос, который я категорически закрываю, вот, как человек верующий, да, я не влазю никогда в те аспекты, которые Господь не открыл. Потому что если ты влезешь, ты в них заблудишься непременно. Более того,
люди, которые приходят с с такой просьбой, там, скажем, я по гороскопу, да, или мой камень по Подберите мне гороскопу, камень. да, я всегда стараюсь этих людей просветить в этой области и сказать, что вы знаете, сколько гороскопов, вот сколько я читал, 22 гороскопа, и во всех гороскопах, да, прямо диаметрально противоположные могут быть. То есть в одном гороскопе вот прям необходимо носить, а в другом просто Насколько запрещено. мне известно, личный гороскоп составляется каждому человеку индивидуально по дате, времени и месту рождения, а не просто по дню рождения, когда он там родился. То есть, насколько мне известно, ислам не отрицает влияние звезд на человека, правильно? Можно Ислам ли- не отрицает, нет, извините, что я вас перебиваю, но ислам не говорит, что этим надо заниматься, что в это надо углубляться, вы понимаете? Это раз. Есть такие явные вещи, например, ношение мужчинами золота. Вот, об этом четко сказано в исламе, что это табуировано. запрещено. Вот. Поэтому вот это то, к чему я как бы отношусь однозначно. Объясняется, почему мужчине нельзя носить золото? Господь сказал нет. Господь сказал, те, кто желают рая, пусть не делают этого. Шелк и золото не носят верующие в этом мире. Да? Это удел райских людей. По-моему, одно из предзнаменований Ахарзамана — это ношение, когда мужчина облачается в шелка. Да, абсолютно правильно. В одном из сюжетов на новом канале вас сравнили с итальянской мафией. Вам льстит такое сравнение? Нет, конечно же нет. Вы знаете, это просто, как потом позже мне говорил режиссер нового канала, на новом канале снималось этот ролик, они говорили, что мы хотели как бы покреативнее, как бы поинтересней. Вот, на что я сказал, они очень извинялись, что сделали такое сравнение. Просто им было, понимаете, их навеяло там солнце, юг, Сицилия, Крым, значит, там... Колоритная внешность. Может быть, да. Плюс там семейный бизнес или как вот, знаете, семья, династия, и там тоже... вот, В общем, крымско-татарский Аль Капоне. на самом деле это далеко не так. Еще такой вопрос. Все-таки в детстве вы мечтали же стать художником. Да. И стали, тем не менее, ювелиром, несмотря на то, что это, конечно, тоже искусство. Как-то реализовываете себя вот в направлении художественном? Вы знаете, в моем понимании художник, да, это человек, который занимается искусством. Поэтому я себя считаю художником. Если ты получил хорошее образование, если ты получил хорошую базу академическую, то потом ты можешь заниматься хоть керамикой, хоть монументальным искусством, графикой, ювелирным, декоративно-прикладным направлением. Понимаете, художник по камню. Это уже не важно. Если ты имеешь образование, то ты способен себя проявлять. Поэтому я не отделяю ни в коем случае ювелира. Хотя, конечно же, большинство людей не понимает одного момента, что понятие ювелирной промышленности и понятие ювелирное искусство — это очень далекие друг от друга понятия. Вот как раз хотела об этом спросить. Многие молодые люди учатся на ювелиров и так далее, но тем не менее не продолжают работать в этой сфере. С чем это связано? Я не думаю, что с тем, что им там не нравится, что они этому научились, или они хотят заниматься чем-то другим, а с тем, что очень сложно реализовать себя в ювелирном направлении. Очень сложно. Это Что так. посоветуете? На самом деле это так. И из, скажем, там 100 учащихся по статистике, может быть, буквально несколько, да, остаются в этой отрасли. Просто промышленности, я сейчас не говорю про искусство. А потом из 100 тех, кто работает, может быть, несколько, да, становятся художниками. И может быть, кто-то мне скажет, что нет, это не 100, а 1000, а может кто-то скажет 10. Потому что, на самом деле очень тяжело. Очень много факторов. В том числе один из самых сильных это финансы, это база. Почему? Потому что ювелирное ремесло, да, как минимум ремесло, чтобы стать хорошим ремесленником, а это неотъемлемая часть для художника, критерий такой. Вот, она требует инструмент, она требует мастерскую, требует базу. А это очень дорого, это недешево и недоступно каждому. И когда родители отдают своих детей на обучение, да, они должны подумать в первую очередь, смогут ли они обеспечить. Потому что в советское время были такие страшные моменты, даже в авторитетных заведениях, где ювелиров обучали строго, там, скажем, бумага, папье-маше. То есть, как можно стать мастером-ювелиром, если ты не чувствуешь материал? Ты должен его чувствовать по запаху. Ты должен прикосновением пальца понимать, к какой пробе металла ты прикоснулся.
понимаете. Наши режиссеры уже предупреждают нас, что время исчерпано. У нас в гостях был Мехди Исламов, человек, который прикосновением пальцев сразу определяет пробу, человек, который своим собственным примером, что гармонично можно жить, даже имея несколько жен. До встречи. Сау у нас. До свидания. Всего доброго.